Сегодня наша простая история о жизни социально незащищенной группы населения. Людям одиноким, пожилым и инвалидам как никогда нужна наша помощь. И с ними сегодня работает управление социального обслуживания. Но задача нашего управления – это оказание помощи самой уязвленной части населения. Это одинокие пожилые люди, инвалиды, которые в силу различных причин остались одинокими. С января 2011 года Министерство проводит программу «Помощь на дому». Программа эта действует во всех районах Республики Абхазия. На сегодняшний день в программе у нас 180 человек, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи. Это есть, которые в прошлом заслуженные учителя, медицинские работники, работники культуры, а сегодня в силу различных обстоятельств они остались беспомощными, одинокими. Единственное, что связывает их с внешним миром, это социальные работники, которые регулярно приходят к ним, оказывая им не только социальную помощь, но и морально поддерживают их, делают все возможное, чтобы они не чувствовали себя одинокими, брошенными. Ежегодно выделяется 6 миллионов рублей для реализации программы «Помощь на дому». Также работники управления занимаются оказанием помощи людям, которые нуждаются в определении в дом-интернат для престарелых. На сегодняшний день, с января 2018 года, туда определили 18 человек. Не думала, не гадала Руфина Николаевна Гущина, уроженка города Пензы, что на склоне лет будет жить в Сухумском доме престарелых. За свои 92 года многое чего повидала. Участница ленинградской блокады, испытавшая голод и бомбежки, вышла замуж за сухумчанина, родила 2 сыновей, появились и внуки. Однако пришлось ей пережить еще одну войну, грузино-абхазскую, а затем и самое страшное – смерть своих детей. Однако, несмотря на все испытания, она встретила нас улыбкой, уверяет, что здесь ей хорошо. Вообще для Абхазии не характерны дома престарелых и беспризорники, однако среди получателей социальных услуг уже есть лица абхазской национальности. Как правило, это мужчины, не связавшие себя семейными узами. В одной из палат этого заведения мы нашли молодую женщину 36 лет, Жанну Гизердава. В 17 лет она получила страшную травму, лишившую ее подвижности. Перелом шейных позвонков сделал ее инвалидом-спинальником. К сожалению, она может только лежать в кровати. Ее мечта – сидеть в инвалидном кресле. Относятся ко мне хорошо. Главное, не ругают. Вот. Садимся, кофе пьем, разговариваем, общаемся. Вот. Слава Богу, подружились с ними, с медперсоналом. Жаночка, к тебе друзья приходят, да? Вот Да, расскажи об друзья этом. приходят. И что они с тобой делают? Расскажи нам. Друзья, когда приходят, иногда просто сидим, разговариваем, иногда приходят, чтобы вывести меня на улицу. Вот. На берег моря тебя Да, увезли? на берег моря. Мы иногда катаемся, и в Афон ездили, везде. И в Гудаутах, и в Пицунде даже были. Хотя бы, чтобы сесть на коляску. Самостоятельно я хочу. А так, если Бог это позволит, конечно, чтобы ходила. Разве уже получится? Надежда есть, правда? Надежда всегда умирает последней. Я не хочу просто плакать, унывать. Это, мне кажется, что друзьям будет как-то, неприятно даже со мной общаться. А если будешь улыбаться, веселить всех, то больше люди к тебе подтянутся. Я так думаю. Если я буду самостоятельно садиться, то я хочу к себе в квартиру, чтобы я сама жила, чтобы никого не беспокоила. По крайней мере, чтобы не беспокоить никого. А то я думаю, что все-таки, как-никак, людям же как-то
трудно со мной возиться. Жанночка, а у тебя квартира есть, да? Да. Кто тебе ее дал? Здесь в Сухуме? Нет, А где? в Бзыбе. Ах, у тебя в Зыбе Да, квартира. только на 3-м этаже. Без лифта. Хорошая новость заключается в том, что мы можем изменить жизнь Жанны к лучшему. Добрые люди везут ее в город Ростов на операцию. Есть договоренность с доктором, который обещал улучшить качество жизни девушки. За операцию платит Минздрав Абхазии. Идет сбор денег на дорогу и проживание. Любой человек может внести свой посильный вклад, чтобы осуществилась мечта Жанны – сесть самостоятельно в коляску. Для этого можно приехать в Сухумский дом престарелых и отдать пожертвования самой Жанне или перечислить средства на ее карту Сбербанка, опубликованную на Фейсбуке или в Инстаграме. Что удивительно, Жанна Гезердава никого не винит в своем несчастье, хотя есть люди, причастные к ее горю. Знаете, я простила. Я как бы не могу, ну, злиться на кого-то или еще что-то. Мне как-то все равно. То, что было, то было. Бог решит все. Кто прав, кто виноват. Остальное видно будет. Из дома престарелых мы едем в новый район. Здесь в одном из домов на 7-м этаже живет Курнадзе Тина Щитовна. Ее беды тянутся из событий грузино-абхазской войны. Она потеряла единственного сына. Самсоня Мираба Рутанович – участник боевых действий на Восточном фронте. Погиб в ожесточенном бою в селе Тамыш 2 июля 1993 года. Сычбан гиддипси, тергисипси, ахатухон худжик. Ойзында сізді қойсын. Сычбан сіз, ваха уйехи хавз хадыптипси. Абьёбстара бурвятся ганы сычбыз юхай. Ваха цыра ахахи хани сыздырдымыз. Сыздым саджулар сыпсып, саджулмайдыс мекена. Ваха швятсывай. Помогает вам она? Да, слушай, ты что, я через ней живу, я жива через ней, через Бога. Аншиим чала, ерилалым чала. А басточки засчитать завод. Похоронив всех своих близких, она вынуждена просить помощи у социальных служб и живет в чистоте и уюте благодаря стараниям социального работника Наты Рехвиашвили. Я живу в Каштаке с мужем. Я сюда езжу на работу. Ну, мой рабочий день начинается как? Еду на рынок, закупаю, что нам надо, продукты, прихожу, завтрак готовим, убираю, надо стираю, бывает, что еще я делаю? Ну, неделю, один раз, сейчас зима, мы купаемся. Потом к обеду уже ставлю кушать, она любит у нас национальные наши блюда, готовим омлету. До какого времени? Я работаю до 5 часов. Да, я стараюсь на Гудзерский на автобус попасть. Ната, сколько вы получаете за свой труд? Получаю там 1800. В месяц? Да. К сожалению, людей, нуждающихся в социально-бытовых услугах, становится в Абхазии с каждым годом все больше и больше. И совершенно очевидно, что необходимо увеличивать средства, выделяемые из республиканского бюджета на социальные программы.